Руководство страны регулярно подчеркивает важность создания комфортных условий для жизни и активной работы всего населения. Помимо строительства инфраструктурных объектов, развития социальных проектов, важное место занимает финансовая система и ее доступность для людей и бизнеса, обеспечивающих развитие экономики и благополучие страны. Осенью прошлого года в нашей стране вступил в силу закон, закрепляющий официальный статус за понятием партнерского финансирования, о чем мы уже подробно рассказывали в нашей программе. Этот закон не только позволяет любому человеку пользоваться продуктами исламского финансирования, но и поддерживает общий тренд на укрепление сотрудничества России со странами Востока. Сбербанк стал лидером этого направления исламского финансирования и в России, и, конечно же, в Татарстане. Уже больше года в Казани действует флагманский офис исламского партнерского финансирования, который работает в строгом соответствии с нормами шариата. Меня зовут Искандер, я руководитель офиса Сбербанка. Это первый офис исламского финансирования. Для специалистов, работающих в исламском офисе Сбербанка в Казани, экскурсии студентов и школьников уже стали привычными. Это один из показателей интереса к продуктам исламского финансирования. Здесь всегда рады гостям и потенциальным клиентам. В офис заглядывают посетители, которым порой просто интересно посмотреть на уникальный дизайн флагманского офиса в Казани и узнать об особенностях исламской экономики. Человекоцентричность – часть корпоративной политики Сбера. Кто-нибудь понимает отличие исламского банка от обычного банка? Изучали? Отсутствие процентов. Да, верно. Да. Почему проценты нельзя? Потому что это харам. Известно, что одной из основ исламского финансирования является отказ от судного процента. По нормам шариата это и есть риба, то есть ростовщичество, ведущее к незаконному обогащению. И это действительно, как говорят студенты, харам, то есть запрещено. А вот что халяль разрешено, так это торговые операции. Они-то, поясняет Искандер Хакимов, и становятся основой различных продуктов и процессов в случае исламского финансирования. Еще недавно по закону о банках и банковской деятельности кредитным организациям было запрещено заниматься торговыми операциями. Соответственно, это вынуждало банки для реализации проектов по партнерскому финансированию искать сложные решения, увеличивая тем самым стоимость продукта. Теперь же для банков, участников эксперимента, а проводится он в 4 регионах страны – Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне – многие запреты сняты. И мы можем говорить о выравнивании условий для классических и исламских финансовых продуктов. Студент по имени Мухаммад, тем не менее, интересуется, есть ли гарантия и чем она подтверждена, что обслуживание в исламском офисе Сбера в Казани ведется строго по нормам шариата. Искандер Хакимов поясняет, что соответствие подтверждается фетвой и специальным сертификатом, выданным шариатским консультационным советом. Вся деятельность по исламскому финансированию сопровождается. Все наши продукты сертифицированы шариатским советом международной организации Global Islamic Financial Service. Важный и принципиальный момент. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений. А какими конкретно продуктами студентам становится все любопытнее знать. Для бизнеса, то есть можно оформить продукты, можно просто провести какие-то операции по своим действующим продуктам. Для физлиц то же самое. Хранить деньги безопасно, для этого мы предлагаем клиентам счет Амана. Оплачивать покупки удобно, для этого Сберкарта Адафа. Зарабатывать деньги, стратегии халяльных инвестиций. Для бизнеса мы предлагаем исламский расчетный счет, расчетно-кассовое обслуживание. Также отмечу, что в Дагестане и Башкортостане в пилотном формате действует продукт ипотека Мурабаха. Мы планируем в ближайшее время также данный продукт предложить жителям Татарстана. Пройдемте теперь за мной, более подробно расскажу про наш офис. Обратите внимание на дизайн нашего офиса. Здесь нанесен орнамент. Это авторская работа казанского художника Нияза Хазиахметова. Дизайн, оформление, специальные художественные образы, особенная форма одежды сотрудников – все работает на то, чтобы создать действительно уникальное пространство и для работы офиса, и для обслуживания клиентов, и для просветительской деятельности. Для последнего есть отдельный историко-культурный уголок. Открыли вот такой небольшой музей. Здесь представлен священный Коран и таксир Нагмани, и монеты из эпохи Булгар. То есть клиенты могут просто прийти, посмотреть
посмотреть, изучить, ознакомиться с исламскими финансами. Нам очень приятно, что наш офис пользуется высоким спросом и является достопримечательностью уже Казани, можно так сказать. Работать в соответствии с самыми высокими стандартами – это правило для любого отделения Сбербанка и для исламского офиса Сбера в Казани тем более. Как-никак место обязывает прямо у Дома правительства Татарстана. Зайти сюда, чтобы оформить карту Адафа или открыть счет Амана, может и министр, и депутат, и крупный бизнесмен. Раис Татарстана и руководство Сбербанка дали старт работе первого не только в республике, но и в России офиса партнерского финансирования банка, чем Искандер и его команда безусловно гордятся. Первый в истории России. Здесь, в Казани. Предлагаю также изучить татарский алфавит. Можете расположить букву в порядке азбуки. Офис партнерского финансирования в Казани готов к приему гостей всех вероисповеданий и национальностей. Сбербанк, как и исламская экономика, в этом отношении абсолютно открытая экосистема. Для бизнеса удобная линейка банковских продуктов, расчетно-кассовое обслуживание. Для физических лиц, в том числе набирающие популярность, халяльные паевые инвестиционные фонды. Очень много клиентов приезжают из других регионов Российской Федерации. Например, один из клиентов приехал из дальнего региона, и, чтобы открыть счет, и оформил счет на 100 миллионов рублей. То есть это достаточно большие деньги, которые он привез и положил на счет именно в нашем офисе целенаправленно. Сейчас уже на сегодняшний день продукты, которые мы предоставляем исламского финансирования, доступны в 9 регионах, включая Татарстан, Москву, Башкортостан и так далее. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней.